Уважаемые товарищи и друзья, один из важных документов, который должен быть принят в этом году, 30 ноября, 1 декабря, состоится очередная сессия Государственного собрания Алтумен, который принят важнейший документ на 3 года. Это государственный бюджет 22, 23, 24 год. 22 год прежде всего. В первом чтении параметры бюджета приняты. Это доходы 232 миллиарда рублей и расходы 234 миллиарда рублей. Но всегда возникает вопрос закономерный, а почему он меньше бюджет, чем исполнение бюджета в этом году? В 2021 году доходы 252 миллиарда рублей и расходы 257 миллиардов рублей. 20 миллиардов рублей заранее мы планируем меньше по сравнению с 2021 годом. Как это понимать? Это понимать так, что в конечном счете за этим многообразием этих цифр, которые представлены в бюджете, тысячи страниц, скрывается одно, что все-таки бюджет сокращается. Сокращается по многим позициям. В том числе и социальная сфера. Но начнем с такой программы, которая «Единая Россия» не устает повторять, что мы добьемся уменьшения в стране бедных. Но сам вопрос в том, что у нас в богатейшей республике, обладающей всеми минеральными ресурсами, у нас сегодня около 170 тысяч населения, живущих ниже прожиточного минимума. Это прежде всего категория одиночные семьи, мужчина или женщина, одиночная семья. Это семьи, где один родитель воспитывает детей. Это семьи многодетные. И правительство докладывает с гордостью, что 31 миллиард рублей бюджетных денег было израсходовано на то, чтобы смягчить и уменьшить это количество, поддержать малоимущие семьи, живущих ниже прожиточного минимума. Ну, прожиточный минимум 17 тысяч рублей, значит, они живут ниже этого прожиточного минимума. 31 миллиард рублей. Я назвал цифру 170 тысяч, это число бедных. И по итогам, планирует сейчас, правительство докладывает, что по итогам 2021 года их число уменьшится на 4 тысячи человек. 170 минус 4, 166 тысяч остается ниже прожиточного минимума. И 31 миллиард, что-то непонятно. Непонятно. Поэтому мы, фракция КПРФ, предложили до 1,5 миллиарда рублей поддержку социальных слоев населения, которые конкретно должны получить реальную поддержку, чтобы выйти из этой ситуации и жить хотя бы, значит, выйти за прожиточный минимум. А вообще задача Центральной партии нашей, в Государственной Думе этот закон внесен, чтобы бюджет, чтобы прожиточный минимум в Российской Федерации был не ниже 25 тысяч рублей, а плюс сюда 1,6, 1,8 наши надбавки. Это тогда прожиточный минимум в республике более 40 тысяч рублей должен быть, а сегодня 17 тысяч. На это деньги нужно найти. Поэтому масса документов, которые, значит, расписано, что надо сделать, чтобы количество бедных уменьшить, их не уменьшается. Поэтому мы внесли поправки по конкретным слоям населения, чтобы где-то 1,5 миллиарда рублей найти и поддержать это. Второй вопрос. Прогнозы сегодня бюджета, они не учитывают рост инфляции. Официально правительство республики докладывает, что во все показатели роста доходов населения заложена инфляция в 3,5%. 3,5%. Но Минэкономики Российской Федерации уже говорит, что цены будут растут, это инфляция. Почти 6%. А прогнозы независимых аналитиков и экономистов говорят о том, что инфляция в следующем году вырастет от 8 до 11%. Тогда как же так? Мы докладываем заработную плату, уровень заработной платы
на уровне, значит, инфляции 3,5%, а реально она, значит, почти до 10%. Поэтому вопросы заработной платы нужно конкретно, не только бюджетная сфера, но и другие слои населения. Это обслуживающий персонал и многие другие. Но и официальные цифры тоже лукавят. Средняя заработная плата у нас сегодня около 80 тысяч рублей. Средняя заработная плата. Но заработная плата в добывающей промышленности 170 тысяч добывающей промышленности. А в сельском хозяйстве 40 тысяч. И вот средняя получается 80 тысяч, да? Ну как же тогда в сельском хозяйстве 40 тысяч рублей, ну совершенно, там же разные формы собственности, доход на семью 40 тысяч рублей, но это совершенно мало. На эти деньги сегодня невозможно продать. Все эти деньги тратятся только на продовольствие, а на образование, на культуру, на спорт. Вот это уже у людей не хватает средств. Поэтому мы в бюджете считаем, что параметр бюджета нужно уже сегодня не 232 миллиарда по расходам, уже их нужно увеличить на 20-30 миллиардов. И конкретные поправки это представлены. Вопросы, связанные, значит, со спортом, особенно с детским спортом, занятия физкультурой, участие в соревнованиях, эти статьи сокращаются. Уже многие наши спортсмены не смогут выезжать для того, чтобы защищать свое совершенствовать мастерство в другие, даже внутри республики уже передвижения нет. Поэтому эти статьи нужно защитить и ни в коем случае не уменьшить их финансирование, занятия на физкультуре и спорте. Вопросы, связанные с транспортной доступностью. Но сколько можно говорить уже об этом, чтобы смягчить, найти субсидии для того, чтобы хотя бы наполовину снизить авиатарифы полета с северных районов, с арктических, в центр Якутска. В Якутск сам. Сегодня стоимость билета 35 тысяч рублей, чешский Якутск. С Чукурдаха, с Белой горы, с других арктических районов 20-25 тысяч и так далее. Для того, чтобы субсидии с федерального бюджета мы не получаем, как это финансируется по магистральным, значит, авиапассажирским рейсам. Из Якутска в Москву можно улететь субсидированные за 7-10 тысяч рублей. Поэтому мы заложили поправку, коммунисты и многие поддержат депутаты, чтобы найти до миллиарда рублей, чтобы наполовину снизить стоимость авиабилетов из арктических районов в Якутск. Но и другая задача, не менее важная, это внутри района, значит, найти деньги для того, чтобы снизить тарифы на внутри района перевозки, на Ан-2. Но на Ан-2 сегодня уже проблематично летать, потому что авиаплощадок нет. Для этого необходимо запланировали тоже поправки, чтобы 130 авиаплощадок в этом году подготовить для малой авиации, для приема малой авиации. Вертолет стоит сегодня 300 тысяч рублей 1 час, а Ан-2 совершенно другие цены. Поэтому авиаплощадки, транспортная доступность должна быть приоритетной задачей для, значит, поддержки нашего населения. Вот самое сейчас уже, значит, будут работать согласительные комиссии, и я, значит, призываю районные советы, наших районные советы, наследные советы, депутатов всех уровней власти активно принять участие в рассмотрении бюджета на, вот сейчас уже второе чтение, сейчас есть возможность поправки, защищать свои цифры и давать свои предложения. Нужно активно участвовать. С 15 ноября до 20 ноября начинают работать согласительные комиссии. Депутаты из каждого района по каждому населенному пункту дали свои предложения, и нужно их защищать очень активно. В том числе вопросы, связанные и с поддержкой традиционных отраслей хозяйствования, оленеводства, рыболовства,
Здесь тоже увеличения нет. Может быть, и уменьшения большого нет, хотя многие статьи уменьшаются, но и увеличения нет. Дальше мы так не поднимем, не выйдем на товарное производство, в том числе и по оленеводству. Вопросы связаны, не чувствуется озабоченность большая, чтобы, значит, поддержать, чтобы подготовиться к следующему пожарному сезону. 254 миллиона гектаров у нас лесной фонд лесной фонд Республики Саха-Якутия. А вместе с Иркутской областью это 30% лесного фонда в двух только регионах – Якутии и Иркутской области. А финансирование, сегодня власть докладывает, что 1,5 миллиарда увеличили. Ничего подобного. Ничего, это совершенно маленькие деньги. Сегодня не дополняется лесной кодекс, не решается вопрос снабжения техников наших районов, авиаплощадки. На самолетах Б-2 амфибии все пожары не потушишь, у них взлетать-то надо только с больших аэродромов. А Ан-2 сегодня нет авиаплощадок. Поэтому вопросы противопожарной безопасности, сохранения наших лесного богатства, должно быть здесь конкретный идет разговор, чтобы обеспечить максимальную, значит, поддержку, максимальную поддержку финансовым отношений и техническим наших районов. Поэтому еще один из законов, который сегодня рассматривает Государственная Дума, о публичной власти. О публичной власти. Казалось бы, все понятно. Публичная власть – это органы исполнительной власти, это губернаторы, это руководители всех уровней власти. И сейчас закон, который предложила «Единая Россия», Компартия Российской Федерации поддерживать не будет. Не будет ни при каких обстоятельствах, потому что этот закон, он направлен на то, чтобы укреплять президентскую власть. В вопросах, когда вообще ликвидация советской власти шла, Коммунистическая партия Российской Федерации, то был принят закон о недрах, который позволял регионам и федеральному центру 50 на 50 сегодня распределять налоги, которые зарабатываются в стране. Но сегодня этого и близко нет. В закон о недрах внесено более 300 изменений, и сегодня права у субъекта федерации никакого нет на то, чтобы контролировать, заниматься вопросами освоения своих природных ресурсов. Власти у субъекта федерации сегодня 200 полномочий федеральный центр передал, а финансирования и близко нет, чтобы эти осуществлять, значит, полномочия, в том числе и по охране лесного фонда от пожаров в том числе. Вот публичная власть, этот закон, он, ну, например, взять сегодня нужно вернуться вообще-то к выборам губернаторов. Сегодня продолжается и назначать этих сети-менеджеров различных, но нужно полноценные выборы вернуть, и они должны быть честные. Сегодня этим законом центральная власть Российской Федерации, в том числе и президент, получает полномочия, которые без объяснений, недоверие может освободить любого губернатора. Любого губернатора освободить. Только по недоверию. Ну что же значит недоверие? Какие-то должны быть факты, аргументы нет. Просто такой пункт. По недоверию может быть освобожден губернатор, который избран вообще-то населением того или иного региона. На проведение публичных мероприятий, митингов, акций протеста и встреч с депутатов не проходит предложение, значит, фракции КПРФ, которая говорит о том, что депутат, избранный депутат Государственной Думы, регионального законодательного собрания имеет право без разрешения, без удовлетворения проводить с соблюдением определенных норм законов, значит, проводить встречи с избирателями. Всегда в удобное для него время, удобное для избирателей. А для того, чтобы сейчас провести встречу, депутату нужно массу согласований сделать, для того, чтобы провести встречу своих избирателей.
Но эта наша поправка, к сожалению, не принимается. Опять остаются ограничительные меры для того, чтобы затруднить, как правило, депутатам-коммунистам встречаться со своими избирателями. Уважаемые товарищи, нужно активность свою проявлять, нужно, значит, на всех уровнях представительной власти, это депутаты, исполнительной власти, нужно проявлять свою принципиальность и ставить во главу угла это защита интересов трудящихся, интересов населения, интересов и повышение уровня жизни каждого гражданина в нашей республике.